эфире еженедельная информационная программа «Время Татнефти». В студии Альбина Тухватова. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Лазерные технологии в бурении на объектах Татнефти испытывают инновационный сварочный комплекс. Все данные показывают, что сварочные швы, сварочный комплекс устраивает в полном объеме для применения данного комплекса на буровой. Можно ли получить навыки оператора, не выходя из кабинета? Легко, с помощью виртуального тренажера. Хочу сказать, что эта программа очень удобна, особенно для молодого поколения. Я как начал работать, все по крупицам собирал, по схеме, у операторов выпрашивал. А тут все очень просто, все наглядно. Увы, но вирус не торопится снимать корону. Даже если вы переболели, носите маски. Не исключено, что переболевшие, то, что у них появляются антитела к вирусу, да, и то, что может не заболеть, не доказано. Необходимо продолжать ношение масок и соблюдать все эти меры предосторожности. Об этом и многом другом чуть позже. Начнем выпуск с топ-новостей отрасли. Регистрация новых вакцин от заболевания, которое влечет коронавирус нового типа, позволяет правительству России с оптимизмом смотреть на перспективы рынка нефти в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак в интервью на телеканале «Россия-1». Вице-премьер напомнил, что информация о новой вакцине на неделе привела к росту цены нефти почти на 10%. Солнечная энергия – это экологически чистая альтернатива обычным невозобновляемым источникам энергии. Однако современные солнечные панели требуют использования токсичных материалов. Группа ученых из Кореи под руководством профессора Джуна Кохима разработала новую экологическую альтернативу. Ученые обратили внимание на природный материал костерит. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале Nano Energy. К новостям компании. Татнефть первой в России стала использовать инновационный сварочный комплекс с применением лазерных технологий. С его помощью нефтяники соединяют обсадные трубы при строительстве скважин. Как лазер помогает буровикам и в чем его преимущество, об этом наш следующий сюжет. Скважина 11303 черноозерского месторождения. Именно здесь полным ходом идут работы по опробированию лазерного комплекса. Разработкой занималась целая команда, состоящая из специалистов управления по строительству скважин компании и сотрудников Татнефти. Первый опытный образец оборудования был опробирован в прошлом году, после чего он прошел модернизацию и вновь испытывается на производстве. Усовершенствованный комплекс теперь может выполнять операции при осадках и низких температурах. Он с легкостью перенастраивается на обсадные трубы различного диаметра. Испытания провели на сварочного шва, на сжатие, растяжение, скручивание, опрессовку на герметичность. И вот эти все данные показывают, что сварочные швы, сварочный комплекс устраивает в полном объеме для применения данного комплекса на буровой. Сварочный комплекс представляет собой переносную конструкцию. Она поднимается на буровую, нефтяники настраивают и калибруют ее уже на оси. Время сварки одного соединения не превышает 40 секунд. Это гораздо быстрее соединений как муфтами, так и другими видами сварки. Поставщик оборудования – Набережно-Челнинский трубный завод. На цикл спуска одной трубы уходит у нас от 4 до 4,5 минуты. Пока у нас это на этапе ОПР, поэтому мы к этому эталонному времени стремимся. Применение безрезьбовых труб при строительстве скважин повышает надежность и герметичность. По прогнозам технологии позволит снизить стоимость технологической операции на 10-20%. Пока это единственный экземпляр на промышленных испытаниях, она может быть тиражирована не только в компании «Татнефть», но и в других направлениях отрасли, в частности, при добыче газа. Продолжаем выпуск. Действительно, инновационные технологии все больше внедряются в производственные процессы Татнефти, в том числе и обучение персонала. Новый виртуальный тренажер успешно внедрен в НГДУ «Прикамнефть». Прикамцы отмечают, что теперь обучаться стало гораздо удобнее и безопаснее. Участки подготовки и перекачки нефти НГДУ «Прикамнефть» расположены на двух берегах Камы. Этот объект – один из 10 расположенных на левом берегу реки. В сутки здесь подготавливают более 1500 тонн нефти. 12 человек работают в 12-часовых сменах. Но до того, как нового работника допустят к реальным объектам, он проходит виртуальное обучение. В течение недели каждый оператор проходит обучение. В конце он уже непосредственно при мне сдает экзамен.
Уже потом мы с ним выдвигаемся на то или иное оборудование, где он уже показывает свои навыки в практике. Благодаря этой программе оператор может получить все необходимые навыки, не выходя из кабинета. Все предельно просто. Нужно выбрать в программе свое имя, ввести пароль, после чего выбрать тему курса. Всего их 10. Запуск сепараторов, запуск резервуарного парка, запуск насосного оборудования. Все, что прописано в технологическом регламенте, все здесь можно по каждой определенной теме рассмотреть. К примеру, выбираем тему «Запуск резервуарного парка». На объекте 7 резервуаров, все они отображаются на мониторе. Оператор в виртуальном режиме должен заполнить их в правильной последовательности, открывая и закрывая задвижки. Если испытуемый ошибается, программа не дает завершить ему упражнение, пока он не найдет и не исправит свою ошибку. В конце задания тренажер показывает результат, процент выполнения и оценку. Оператор Рамиль Мухаммедшин на этом объекте работает уже 6 лет. По его словам, преимущества тренажера очевидны. Раньше все эти знания передавались разве что старшим поколениям. Хочу сказать, что эта программа очень удобная, особенно для молодого поколения. Я как начал работать, все по крупицам собирал, по схеме, у операторов выпрашивал. А тут все очень просто, все наглядно. Вдобавок, все навыки отрабатываются в абсолютно безопасных условиях. После прохождения виртуального курса нефтяникам уже проще ориентироваться на реальных объектах. Программа появилась этим летом и сейчас продолжает внедряться на других объектах. Разработана она специалистами процессингового центра компании «Татнефть». Благодаря этому тренажеру персонал получил возможность обучаться в режиме самоподготовки и без отрыва от производственной деятельности, что особенно актуально в условиях пандемии. Более 40 тысяч масок, 12 тысяч медицинских перчаток и другие средства индивидуальной защиты получили на днях медики юго-восточного региона от компании «Татнефть». Нефтяники продолжают помогать медучреждениям, нуждающимся каждый день в новых защитных комплектах. Подробности у Эдуарда Прокопьева. 10-я бригада на вызов. 10-я. Станция скорой медицинской помощи. Ежесуточно отсюда на вызовы выезжают 11 бригад в составе 2 фельдшеров и водителя. Это более 100 вызовов за сутки. Фельдшеры нуждаются в постоянной смене защитных средств, выезжая к пациентам с температурой. Благодаря компании «Татнефть» медики вовремя получают маски, перчатки, очки и защитные костюмы. С апреля месяца данная акция продолжается. И получаем мы средства индивидуальной защиты каждую неделю. Большое спасибо «Татнефти». Конечно, медучреждения города получают комплекты защитных средств и от Минздрава республики, но нагрузка на медиков столь велика, что дополнительные средства индивидуальной защиты просто необходимы. 3-я городская поликлиника получила от «Татнефти» очередную партию комплектов. Мы в основном еженедельно получаем маски, получаем перчатки, костюмы, средства защиты, операционные халаты, антисептики. Нуждаются в индивидуальных средствах защиты и медики детской городской больницы с перинатальным центром. Это более 800 медицинских работников, включая персонал роддома, детской больницы и поликлиники. На днях медики получили более 20 тысяч масок, а также перчатки и одноразовые костюмы с бахилами. Ну и, конечно, все необходимые средства защиты получают и те, кто работают в ковид-госпиталях. Ежедневно в красную зону заходит порядка 115-120 человек. Один сотрудник одевает за смену 3 костюма. Ну вот мы с вами говорим, это только на стационарных отделениях. У нас есть еще диагностические службы, есть поликлиника, поэтому порядка 500 костюмов уходит ежедневно. «Татнефть» снабжает масками, перчатками и защитными костюмами и другие города нефтяного региона. В Лениногорской центральной районной больнице ежедневно на смену заступают до 30 человек, сменяясь каждые 8 часов. Ежесуточно им требуется до 60 комплектов средств защиты. На протяжении этого периода пандемии уже более 11 миллионов рублей на эту сумму поступила эта помощь. Еще раз слова благодарности от всех наших медицинских работников Лениногорского здравоохранения, ну и, думаю, от жителей, те, которые проживают в Лениногорске и в Лениногорском районе. Регулярные поставки осуществляются и в Бугульму. Нефтяники обеспечивают всех медиков не только города, но и района. Поступает помощь и Азнакаевским медучреждениям. ПАО «Татнефть» и здесь оказался лидером. Сами производят, сами поставляют, доставляют. Вот нашему району уже оказана
помощь, финансовая помощь, материальная помощь на сумму более 8 миллионов рублей. Это средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, халаты и многое-многое другое. Спасибо огромное ПАО «Татнефть» и Наилю Ильфатовичу Маганову. Напомним, что с самого начала пандемии Татнефть активно помогала медикам не только нефтяного региона, но и республики в целом. Компания оперативно развернула производство антисептиков, средств индивидуальной защиты, уникальных изолированных боксов для перевозки пациентов, 3D-печать многоразовых защитных экранов и респираторов для врачей. Сегодня как никогда важно поддержать наших медицинских сотрудников, и компания «Татнефть» и поддерживает, и сопровождает, и обеспечивает наших медицинских сотрудников и медучреждения. От имени руководства компании, от имени сотрудников компании мы искренне хотели поблагодарить за их тяжелую, значимую и самоотверженную работу. Кстати, помимо средств индивидуальной защиты, по просьбе медиков Татнефтью были закуплены и переданы также аппараты Боброва. Всего 216 единиц оборудования поступили на днях в медучреждения нефтяного региона. Аппарат используется для подачи увлажненного кислорода пациентам с дыхательной недостаточностью. Это номер один изделия медицинское, которое сейчас необходимо госпиталям. Именно с этой просьбой о приобретении этого оборудования мы обратились в компанию «Татнефть». И по личному распоряжению Наиля Ильфатовича компания закупила, и мы получили эти увлажнители. Это значит все 7 районов, там, где развернуты госпитали временно инфекционные, для оказания медицинской помощи больным с небольничной пневмонией. В продолжение темы. Пока медики с нефтяниками пытаются защитить население республики, к сожалению, до сих пор остаются те, кто по-прежнему считает, что носить маски нет необходимости. Недооценивая реальную опасность, эти люди рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких и окружающих. В ситуации разбирался Андриан Крамер. Нет никаких сомнений, что данный вирус опасен. Коронавирус, или как его еще называют COVID-19, зараза, появившаяся на заголовках всех средств массовой информации в конце прошлого года. Местом, где впервые было выявлено это заболевание, значится рынок в китайском городе Ухань. Оттуда, благодаря туристам, коронавирус перекочевал в другие страны. Добрался он и до нас. Эта болезнь коварна, поскольку легко маскируется под обычную простуду. Нет отличительных симптомов коронавирусной инфекции от острых респираторных заболеваний. Симптомы те же самые. То есть подъем температуры, першение в горле, потеря обоняния, запаха. Все то же самое. Видя стремительное распространение заболевания, многие правительства принялись штамповать меры по снижению рисков новых заражений. Одной из самых первых стало обязательное ношение масок и перчаток на улицах и в местах скопления людей. И как бы данная мера не казалась любителям конспирологии очередным намордником для бедного народа, тем не менее, именно благодаря введению таких ограничений удалось сдержать первую волну коронавируса. Затем началось постепенное снятие ограничений. Среди переболевших ковидом может распространяться заблуждение, будто заболеть им более не удастся. Однако наличие антител не является свидетельством наличия стойкого иммунитета к коронавирусу. Об этом говорит и Марсель Усманов. На сегодняшний день я не могу сказать, что переболевший коронавирусной инфекцией или не заболел, или заболел наоборот с этой инфекцией. Не исключено, что переболевшие, то, что у них появляются антитела к вирусу, да, и то, что может не заболеть, не доказано. Поэтому необходимо продолжать ношение масок и соблюдать все эти меры предосторожности. Уже в середине этого года стало понятно, что грядет вторая волна ковида. Но как бы государство не предостерегало граждан о необходимости соблюдения ограничений, очень многие восприняли их снятие как полную победу над болезнью. И даже когда были оставлены в силе штрафы за отсутствие масок, это не помешало многим игнорировать эти предупреждения. Отчасти благодаря этому динамика по выявленным случаям коронавируса в нашей стране неуклонно ползет вверх с начала сентября. Маска необходима, и не галочки ради. Маска нужна и больному, и здоровому человеку. Больному человеку нужно, чтобы не распространять вирус, а здоровому человеку, чтобы вирус не попал в орган дыхания. Ее надо надевать правильно, чтобы она плотно прилегала к лицу. Сейчас же мы можем видеть еле натянутые на лица эти куски тканей, которые оставляют висеть под носом. О какой защите тогда может идти речь? Да, так проще дышать, однако эти же люди потом штурмуют больницы и поликлиники единой волной, пытаясь попасть к врачу, нарушая при этом социальную дистанцию и выкладывая посты об огромных очередях в социальные сети, будто именно врачи виноваты в этом безобразии.
Но именно врачи – наша первая линия обороны, поскольку от их слаженной работы и профессионализма зависит наша жизнь. Остается добавить, что наше здоровье в наших руках. И если мы сами будем сознательно соблюдать меры предосторожности, то и помощь врачей не понадобится. Вопрос необходимости ношения масок в своих выпусках мы поднимали уже неоднократно. Еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что только совместными усилиями и прежде всего жесткой самодисциплиной можно остановить вирус. Соблюдайте, пожалуйста, все меры предосторожности. Берегите себя и своих близких. К новостям культуры. В Альметьевской картинной галерее имени Геннадия Стефановского состоялось подведение итогов конкурса художественных работ «Край мой, родной Татарстан». Конкурс был посвящен 35-летию создания единой профсоюзной организации «Татнефть-профсоюз». В церемонии награждения приняли участие заместитель генерального директора компании по социальному развитию Рустам Мухамадеев и профсоюзный лидер общества Гумар Ярулин. Приветственные речи, концертные номера – без них не обходилась ни одна церемония награждения. Но эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы. За всем этим сами конкурсанты наблюдали в прямой трансляции через программы Zoom, Instagram и YouTube. По традиции творческое состязание проводилось по двум номинациям – живопись и декоративно-прикладное творчество. В нем приняли участие 53 человека из более чем 20 предприятий нефтяного региона. В соответствии с положением 11 лауреатов определились организационным комитетом, а 10 – суммированием результатов общественного голосования. Приветствуя конкурсантов, заместитель генерального директора Рустам Мухамадеев поблагодарил их за участие. Также он отметил, что состязание с каждым годом набирает популярность, ежегодно открывая обществу новые имена. Профсоюзный лидер Гумар Ярулин выразил благодарность руководству компании за создание условий для развития творческих способностей работников. Край мой родной Татарстан. Через эти картины, значит, показываются еще красивее и пробуждает у людей любовь и гордость своей республики, что он живет здесь, и гордость тем, что вот такие способные, уникальные люди работают просто в компании «Татнефть», и у них есть возможность показать себя. Директор картинной галереи Роза Минабудинова подчеркнула, что с ростом числа участников конкурса растет и их мастерство. По итогам творческого состязания авторы 5 работ удостоены звания лауреата 3-й степени. Второе место завоевали Равгат Тазуддинов из управляющей компании «Татспецтранспорт», Сирин Кадыров и Наталья Петрова из управления социальными объектами Татнефти и Владислав Часовский из Татнефти. Напомним, конкурс проводится уже более 2 десятков лет. И в номинации «Декоративно-прикладное творчество» нет равных ветерану предприятия «Таграс Ремсервиса» Николаю Карасеву. Из деревьев различных пород с помощью ножа он создает настоящие шедевры. Нынче звание лауреата 1-й степени Николай Владимирович удостоен за работу на дорогах войны. А в номинации «Живопись» лучшей была признана картина под названием «Зима в Письмянке» работника управления социальными объектами Татнефти Фануса Галяуддинова. Наши поздравления! Мастер-класс от именитого артиста. Имея за плечами огромный опыт выступлений на арене цирка «Дю Солей», Андрей Кислицын поделился секретами актерского мастерства с артистами Альметьевского уличного театра. Это стало возможным благодаря поддержке компании «Татнефть». На занятиях побывала Динара Гайнуддинова. Талантливый, эмоциональный, профессиональный артист уличного театра. Андрей Кислицын приехал в Альметьевск, как признался, к своим друзьям. Рассказать и показать, кто такой настоящий уличный артист, как правильно работать на улице и как взаимодействовать со зрителями. Этому и не только просветил Андрей Кислицын наших молодых артистов. Как использовать свой внутренний резерв для работы на улице, для работы со зрителями, что такое вообще уличный театр, как использовать пантомиму, гротеск, буфонаду. В общем, настраивать нашу скрипку, потому что мы же все-таки артисты, это наша скрипка, вот, и наш музыкальный инструмент, и что такое работать в круговую, на большое пространство, на улице, что такое законы улицы. В общем, давать им хорошую такую сабельку, с которой они будут дальше
работать. 35-летний клоун, фрик, визуальщик окончил Новосибирское государственное театральное училище. Состоит в штате актеров-комиков цирка Дю Солей. К этому же режиссер и создатель театра «Мимо». Своими навыками он решил поделиться с начинающими актерами. Кроме того, как признаются ребятам, мастер-класс прошел на ура. Мастер-класс совершенно чудесный, потому что вот в частности сегодня у нас тема с мультипликацией. Это то, что с нами с самого детства наши родные образы, любимые вот эти вот побрякушки, приколюшки, и в то же время это язык, который сейчас понятен всем, и старому, и младу. Это здорово. Начнем с того, что это уникальный мастер-класс от артиста цирка Дю Солей. Этому человеку реально есть чем с нами поделиться. Создадут ли «Легкие крылья» совместно новую постановку? Нет. Но, как признался Андрей Кислицын, что-то интересное они уже сами смогут вынести в публику. У нас здесь пантомима, танец и душа. То есть каждое движение наше, оно должно чего-то означать. Вот. И должно нести какую-то историю. Иначе, вот мне скучно. Вот. А с ребятами очень-очень сильно, прям даже весело. И они делают все клево. То есть из каких-то наших упражнений, где там просто двигается плечо, или я показываю там какие-то билибердуньки, там собачки, пантомима, лицо, вот это вот, оттуда уже могут родиться, в принципе, этюды. И из этюдов спектакли. Вот. В общем, даю, и мне кажется, из этого что-то такого интересненького уже намечается. А сейчас к экранам телевизоров мы приглашаем наших юных телезрителей. Для вас очередная серия приключений Нефтяши и ее друзей. Приятного просмотра! Слушай, хорошо посидели. Надо как-нибудь еще приехать. Точно. А что с этим делать? А что там? Мусор? Так вон в воду брось. Однажды Тимур и Нефтяша отправились на рыбалку. Отплыв на лодке на середину озера, друзья закинули удочки и стали ждать клёва. Вдруг лодку начало сильно раскачивать. Наши герои не могли понять, в чем дело, так как на поверхности озера не было даже волн, как будто что-то или кто-то специально раскачивал лодку. Прекратите, пожалуйста! Вы нам всю рыбу распугаете! Рыбу, говоришь? А что ты на это скажешь? Ой, здравствуйте! А вы кто? Кто я такая? Я водяная Су-Анасы, хранительница этого озера, или, вернее сказать, болота. Болото? Да, болото. Повадились тут всякие. Приезжают на рыбалку, поймают пару рыбок, а взамен оставляют горы мусора. А ведь это наш дом. Это, конечно, безобразие. Но мы знаем, кто может помочь вам и другим обитателям озера очистить водоем. Тимур, что случилось? Прием! Друзья-нефтяники, нам срочно нужна ваша помощь. Выезжаем. Что случилось? Как вы вовремя? Нам надо помочь Су-Анасы очистить ее озеро. Это, к сожалению, частое явление. Многие рыбаки и горожане оставляют после себя много мусора и загрязняют водоемы. И что же, вы втроем сможете очистить мое озеро всего за один день? Конечно, ведь забота об окружающей среде для нефтяников – дело чести.
Спасибо вам большое. Даже не знаю, как вас благодарить. Не стоит благодарности. Ребята, давайте и мы поможем нефтяникам с уборкой водоемов. Для этого просто не нужно мусорить. Чистота там, где ее соблюдают. А если вы решили провести время у водоема, обязательно уберите за собой мусор и берегите нашу природу. Люби и цени свой родной водоем, рыбачить, купаться тебе еще в нем. Чтоб в летний денек нам прийти к водоему, мы осенью все здесь почистим, помоем. Пусть эту бутылку оставил не я, но я приберу, и заслуга моя. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Біздің бұл Хаят магазины ашылуға 9 ел уақыт өтіп кетті. 1911 елына 1 сентябрь күні шушы магазинны ашып жіберген едік. Бізге енді магазинны ашуда ярдәм иттеләр Җиһангир ва Фәндәри апалар. Һәм безгә юл күрсәтүчеләр Шакиров Рөстәмнәр. Алар инде әйттеләр безгә хәләл продукцияга өстенлек бирегез дип инде. Һәм без уйлаштык та, чыннан да азнакайыбызда хәләл продукция сату бик әз. Шушы юл буенча китүгә зарланмыйбыз. Чынлап та безнең азнакай халкы безнең саткан продукцияны ярата. Безнең кибетебезгә яратып йөриләр. Молодцы. Дөрес итеп обслуживать-тәләр, бик ягымлы, товарлары әйбәт, свежий була, красиво килеп тора. Без инде бу магазинга алып киләбез үзебезнең авылда өйдә җитештерелгән продукцияны. Ул безнең сөт өсте, ремчек, катык, менә шушы продукцияларны безнең бик яратып көтеп алалар инде. Бер бузылган әйберләре булмый, гел сораган әйберләрен алып кайталар. Молодцы, кызларга рәхмәт, исән сау эшләсеннәр. Хуҗалыгыбызда, малларыбызда бик күп сыерлар асрыйбыз, кушкортлар асрыйбыз. Менә шушы сыерларның сауган сөтләрен инде бик сыйфатлы итеп алып киләбез. Чөнки безнең девизыбыз да сыйфатлы һәм очсыз продукцияны халыкка тәкъдим итү. Без менә шушы девиз буенча эшлибез инде. Көн сайын дисәң дә, 2 көнгә бер шашында кереп, әйберләрне алып торабыз. Менә шушы маяк газетасында монда язылып була, пожалуйста, язылыгыз, рәхим итегез. Безнең Хаят кибетендә ул урнашкан Азнакай шәһәренең Пушкин урамы 14-нче адресы буенча оптовый база менә шушы Хаят магазинда альтернатив пункт эшләп килә. Безнең магазинга килеп язылыгыз газетага һәм маякны вакытында сыйфатлы итеп безнең кибеттән алып китегез. Рәхмәт. Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухня и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов, стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам и в кратчайшие сроки. При покупке кухонного гарнитура мойка и ручки в подарок. Также имеются подарочные сертификаты. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. И, наконец, доступная рассрочка, кредит и оплата через терминал. Работаем без обеда и выходных с 9 до 18 часов. Торговый центр «Гагаринский», 2-й этаж, центр мебели, район мини-рынка. Испытайте флагманский кроссовер Cherry Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Cherry и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхудинова, 12Б. Телефон 99006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Bestturn X40. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхудинова, 12Б. Телефон 99006. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4.
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто». Рихтовочно-сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Азнакаево, Шейхутдинова, 12Б. Телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да. Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Азнакаево, 99006, код города 885592, наш адрес Шейхутдинова, 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаево в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Строительная компания «Руслан» уже долгое время функционирует на современном рынке. В настоящее время мы являемся крупной организацией, которая занимается проектированием, строительством, а также реализацией домов, мобильных и постоянных бань из дерева. Точность, надежность, качество – это про нас. Телефон для справок 99006, код города 885592. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.